меня как таковой лекции нет, я просто думал о том, что просто обсудить, да, как возникла республика. У нас, в принципе, вот есть 7-й том истории татар, и там все написано, там это еще том свежий, и что-то новое не раскопали, поэтому осмысление с точки зрения сегодняшнего дня вот там представлено. Конечно, если в целом говорить, то ведь у татар, вообще татары это по своей ментальности государственники, народ государственник. То есть он за всю свою не тысячелетнюю, даже больше историю, он создавал самые разные государства, причем в большом количестве. И мы вот в ролике увидим, какие государства, как формировались и как они исчезали и переходили. Правда, ролик, он 5-минутный, посвящен 2000-летней истории татар, но 5 минут, поскольку народ сегодня динамичный, везде все акшен, никто не читает книг, не слушает лекций или на лекциях засыпает, поэтому для того, чтобы молодежь все же что-то знала из истории, мы решили вот с татар-мультфильмом сделать такие коротенькие ролики, мультики, комиксы, потому что иначе не достучаться до современного читателя, зрителя или кто он теперь уж, я не знаю, айфонисты или планшетники. Вот. Поэтому это 5-минутная, но она где-то улавливает, вот, как ученые говорят, дискурс, вот основную логику, как развивалась государственность. Поэтому то, что татары до революции мечтали о своей государственности, это совершенно неудивительно. То есть это никак не возникло вот неожиданно, не то, что это какой-то идеолог вот вдруг придумал, всех это захватило, и они решили создать республику. То есть эта мечта, она всегда была. И память о своем государстве, причем великом государстве, прежде всего Золотой Орде и Волжско-Камской Болгарии, она существовала. Так что просто вопрос стоял в том, когда народ станет нацией. И это случилось в XIX веке, в начале XX века, когда возник капитализм, и вместе с этим татарский народ превратился в нацию, настоящую, такого европейского типа, со всеми своими структурами, то есть имеется в виду и образование, и печать, и политические партии. Но политические партии, они сразу думают о своей государственности, и тогда были разные течения, которые кто-то говорил, что это просто культурная автономия должна быть, поскольку территориально очень трудно было где-то определить границы вот, татарской государственности, в какой бы форме ни было, потому что, собственно говоря, если в целом говорить, то вот нынешняя территория России и есть та территория, на которой всегда татары жили, сформировались, развились, торговали, учились. И поэтому нельзя сказать, вот именно это место только вот татарское. Оно, по сути, по всей России, нынешней территории. Ну, собственно, Золотая Орда, вот она совпадает примерно с российской территорией. Да и для России истоки были в Золотой Орде. Там другие истоки, это вопрос очень спорный. А вот что касается Золотой Орды, это для ученых, историков практически бесспорный. Хотя есть стандартная какая-то историография. Вот. И поэтому можно сказать так, что и это народ сам основатель Татарской Республики в этом смысле. Но если организационно, то, конечно, это после революции возникает на волне распада империи, царской империи, возникает целый ряд государственных образований, причем на самых разных территориях, и там инициаторами бывают самые разные народы. Первыми-то вообще казаки начали это дело, вот, и они свои
коммуны создавали. Потом Белоруссия, Украина, Прибалтика, Закавказье. И на этой волне, не отставая от других, и татары тоже выдвинули идею штаты Идель-Урал. Поэтому вот просто сказать, что ТССР это было вот какая-то идея самостоятельная, так нельзя. Это, конечно, штат Идель-Урал. Единственное там отличие, что уже ТССР это все же советское социалистическое, такой большевистской форме, но для татар это не было главным. То есть не революционное начало было главным для татар, а вопрос самой государственности. Идель-Урал по разным причинам, прежде всего тем, что он не очень подходил для руководства большевиков, он не был коммунистическим таким движением. Вот. К тому же это в центре европейской России, огромной территории, куда входили Татарстан, нынешний Башкортостан и Оренбургская. Это было слишком опасно для самого правительства. То есть если бы возник штат Идель-Урал, то, скорее всего, в Москве правительство не смогло бы выдержать в таком большевистском режиме. Вот, тем более, там ведь стояли мусульманские части и в Казани, и в Уфе, и в Оренбурге. И они были очень активные. Татары всегда умели воевать, и это проявилось и в революционные годы. В альтернативу этому, известно, это Гаяз Исхаки, Садри Максуди, они стояли у истоков штата Идель-Урал. Там, конечно, много было разных активистов, но прежде всего, конечно, Садри Максуди. То есть он был этим идеологом, наиболее политически выражал саму идею, Гаяз Исхаки больше литературно-публицистический и просто активист. А в альтернативу Идель-Уралу выступает Султан Галиев. Миршаид Султан Галиев вместе с Мулланур Вахитовым. Они близкие к идеям социализма, правда, тоже очень своеобразные. Вахитов, он не был большевиком, он социалистический мусульманский комитет возглавлял. Султан Галиев, хотя и был в партии большевиков, но он выдвинул идею исламского социализма. И, конечно, был за создание самостоятельных республик в Туркестане и на других территориях, и даже отдельных партий коммунистических, именно связанных с этим. То есть он, опять-таки, для Сталина представлял большую угрозу. Но он был в альтернативе Садри Максуди, и их идея Татар-Башкирской республики была прямой альтернативой. И они ее реализовали с помощью большевиков и матросов, которые сюда приехали и арестовали военное шуро. То есть сама по себе даже территориально она во многом совпадала. И в этой части как бы они были на одной стороне, что надо такую государственность создать, но по содержанию, то есть это была Татаро-Башкирская социалистическая республика. Почему на это пошел Султан Галиев? Это тоже непростой вопрос. Вроде бы как бы он был на стороне этого татарского фронта, которые выступали за свою государственность. И, по сути дела, если бы она возникла в форме Идель-Урал, наверняка там место нашлось бы и Султан Галиеву, и Муллануру Вахитову. Но я так думаю, что Султан Галиев не верил, что Идель-Урал выживет, потому что там было большие противоречия с большевиками, и понятно, что большевики уже завоевали власть. А другая альтернатива – это было белое движение, где для республики своей государственности места не было. И я так думаю, тогда еще ведь большевики были демократами, они прямо это говорили, они выдвигали идеи уже
самоопределение народов, что было очень привлекательно. Вот. В то же время, как можно было надеяться на демократию и вот федерализм. И все это было тогда привлекательно. Никто не знал, чем это все закончится. Так что, я думаю, им двигали вот эти мотивы. Но получилось так, что Колчак, Заки Валиди, вот эти все, собственно, политические явления, они не позволили реализовать идею Татаро-Башкирской республики. А большевики, конечно, укрепляясь, они не желали такой большой республики. Это однозначно. Вообще, надо сказать, что Ленин, что Сталин до революции были большими противниками федерализации страны. Они вынужденно пришли к этой идее, когда империя распалась, и ее надо было каким-то образом собирать. Вот, собственно говоря, федерализм, он вырос как вынужденная мера, как вынужденный путь в стране, которая была слишком разнообразна, и фактически уже были созданы самостоятельные республики, типа Украина, Белоруссии, и закавказские, и тут уже и Даль-Урал, поскольку там объявили ведь выборы и должны были уже учредить. Всего несколько дней оставалось на учреждение. В этих условиях они за федерализм выступили совершенно вынужденно, но не по внутреннему какому-то желанию. Вот такой идеологии не было до революции. Только в 18 году они уже начали говорить о Российской Федерации. И поэтому держать в центре европейской части России крупную республику, это было невыгодно. И тут подвернулся Заки Валиди со своим движением за автономию башкир. И, в общем, поделили на две части, хотя там тоже были промежуточные варианты, когда надо было провести референдум в Западной Башкирии нынешней, куда они хотят присоединиться, Татарстан или Башкортостан. Но это сделали так, как вот сегодня получилось. Поэтому здесь сказать, вот только это был Султан Галиев, идеолог его, или тем более там Саид Галиев, ну он фигура не столь значительная была, и это скорее там он попал уж после того, как Султан Галиева, собственно, начал Сталин прижимать и потом, по сути, расстрелял, но попозже. Вот. А так, конечно, можно сказать, это Садри Максуди, это Гаяз Исхаки, это Мулланур Вахитов, Султан Галиев. Bizden biz hazırlagan so'rovlar bilis ravishda balki shunday davom ettiramiz. Bizdan so'rov, sizdan javob. Kichkina provokatsion ravishda bo'ladi. Bizning ko'pgina bilasiz, bunday bor Amerikada haykallar deydi. Вот Татарстан турында әйткәндә, нигез салучылар арасында кем шундый, то есть это фотография отцов-основателей Соединенных Штатов Америки. Да? Если бы у нас была такая возможность в скалах выбить профили людей, которые основали Татарскую республику, кого бы мы выявили? Ну, мен birinchi qo'yar edim Sadri Maqsudini, ikkinchi Mullanur Vahidov, ham Mirsaid Sultan Галиев. Ну, Гаяз Исхакины мында кушарга була, әлбәттә, ләкин ул андый сәясәтче түгел, чиста сәясәтче түгел, публицист күбрәк. Әлбәттә, мин каршы түгел, үзем дә әйттем бит, ну, дүртәү кирәк булса, Икенче сорау дип әйтим, менә шундый безнең бар иде Совет заманында шундый картина, рәсем, декрет о подписании ТССР, Ленин белән Сталин басып тора. Шундый вакыйга булганмы Дөрестән дә Ленин белән Сталин янына килгәннәрме менә шулай татарлар Татарстан Республикасы формулашсын дип. Менә мондый делегация килгәнме, юкмы? Һәм Ленинны һәм Сталинны нигез салучы Татарстанны нигез салучыларның берсе дип әйтеп буламы? Потому что мы часто видим форумы, где говорят о том, что вам подарили республику Ленин и Сталин. Так ли это или не так? Можем ли мы как-то оспаривать этот взгляд?
Ну, то, что ходаки были, я в это верю, потому что ходаки были, там требования, что на свою республику такие были, и были варианты полностью независимые, и в составе Российской Федерации. Я не верю, что Сталин там стоял. Вот. Тогда он еще не той фигурой был, который определял. Он же был секретарем просто. Это потом он стал генеральный секретарь, а должность генерального секретаря стала первой, да? А так он был просто секретарь. Вот обычной партии, который не сильно выделялся. Ну, наркомнац, да, он потом возглавил наркомнац, в этой части он отвечал. А то, что у Ленина могли быть, ну, в этом составе или не в этом, ну, как бы у него в полном собрании сочинений есть, что такие были встречи, да, там зафиксировано. В этой части это вполне вероятно. А то, что Сталин этого хотел, ну, это я не верю, конечно, потому что он как раз этого не хотел. Он до революции писал, правда, он переиздал эту свою статью против федерализма с пометкой, что времена были такие, вот, как бы извиняясь, что, ну да, у него были такие взгляды. Ленин в этой части, он более прагматичный был. То есть он не был он такой зашоренный, да, он понимал, что политика это всегда некое движение. И он, по сути дела, он ведь точно определил время, вот когда возник вакуум власти. И он умел пользоваться этим вакуумом власти. Он просто на улице валялся, власть он ее умело подобрал, а многие лозунги он брал у других. Например, землю там раздать он у эсеров взял, да, там. И поэтому он самоопределение, это теория Вудро Вильсона, конечно, против империи. Ленин тоже был против империи. Поэтому Ленин вполне это мог допустить. Он единственный, татаро-башкирскую вряд ли стал бы вот, принимать такую большую республику в центре, да, там. А то, что он за республику татарскую, я в это верю. Но не инициатор, конечно. Подарили или не подарили? Вынуждены, конечно, вынуждены. Если бы там не стояли татарские мусульманские части, никто бы ее не создал. Рафаэль Сиват Чайкет Булама, 20 ел татар халқының тарихының шындай поворот, например, татарша нешек болады. Бұрылыш уақыты. Ну, бұрылыш ол ілігірек башланды енді, ол 20 ғасырның башында. Енді 1905 жылда міне ол бұрылыш башланды. Бұл аның тігі давамы, логическое продолжение событий начала 20 века, потому что это трудно оторвать революционные годы, вот так 17-й год от прошлого, потому что там формировались партии, силы политические, потом во время Первой мировой войны появились мусульманские части вооруженные. Без этого, конечно, говорить, что вот республика возникла бы, ее принесли на блюдечке, политики никогда такой не бывает. Ты можешь взять полномочия не потому, что тебе кто-то хотел их подарить. Ты, если можешь это взять, ты берешь. И фиксируется то, что ты смог взять. Но никто не дарит. Это, не надо быть такими наивными, что в политике такие вещи бывают. Ни тогда не было, ни сегодня нет. И завтра не будет. Devam ettirip, bunda sıralar, beklenen sıralar var. Efendim, Русчеловита 23 марта 1918 года декретом Совета народных комиссаров была образована на территориях Среднего Поволжья и Южного Урала Татаро-Башкирская социалистическая республика. Она прожила до 25 мая 2020 года, и тем же декретом, тайным декретом, уже она была расформирована. И вот эти территории были поделены на области, а территория Белебея до Уфы оставили для того, чтобы референдумным путем присоединить или к Башкирии, или к Татарстану, или к Татарии. Этого, конечно, не произошло. И в датах сказали, образование...
неправильные документы, историю нам написали. 19-й год образования Башкирской ССР, 20-й год образования Татарской ССР. Это сделали Элендер. Сұрау шунарда. Ешілер біздің туарихны бұзып шушы туарих битлерінде оқушыларға біздің мектептарда оқыталар туарихны дұрыс түгел иттіріп. Әлі дәрістіктеріне жазасы бар, анда көп нәрсе дәріс түгел, аның бит қайбір стандартлар деген Мәскеуден келе. Шунсы да бар. Анда ол тарихны қарай башласам, бұрынғы шырдан, анда бик көп нәрсені яңадан жазырға керек. Біз енді міне тұрышабыз, бұталшықларына нешіктер бір юнәлішке салырға. Міне роликны көрірсіз, анда қоядыр енді біз шун логиканы ештірға тұрыштық. Вот. Это вопрос учебников, это особая тема, потому что она вопрос не историков, не только историков. Вот с историками договориться проще в этой части. И с московскими тоже. Кстати говоря, особых проблем нету. Особенно и древних касается, и 20 век. Вот сложнее с политиками, которые или не знают истории, или не хотят знать. Вот. И те, кто знает, не хотят знать. Это очень распространенная вещь. Ярхан Хунур, интернет-портал Казанферст. Вопрос такой вот, об отношениях татар и башкир, вот проект Идали Урал, татар-башкирская ССР, почему не получилось? По вашим словам, получается, что власть в Москве большевистская боялась объединения двух сильных промышленных регионов. Но в то же время мы знаем, например, политику Сталина в Украине, где западенцев и малороссов объединять спокойно. Тот же самый регион, тоже сильно промышленный регион. Почему там не побоялись объединения двух разных компонентов, да, и сильных регионов, а у нас побоялись? Почему все-таки? Ну, я не знаю, как насчет Украины, но здесь просто активность татар, и они ведь жили по всей России и были достаточно активны. Во-вторых, довольно легко, наверное, было между татарами и башкирами какой-то создать вот такой, ну так скажем, напряжение, да, поскольку это еще в царской России было такой же тенденции для того, чтобы ослаблять татар, переселять. Да и в советское время Оренбургский коридор создали специально, чтобы татар отделить от Казахстана. Вот. Так что я думаю, что с этим связано. А с Украиной отдельная тема, я, честно говоря, не знаю вот эти все тонкости. Ну и здесь, конечно, сыграл на руку Закивалиди со своим движением автономии. Вот. И он как бы подстегнул этот процесс, который, видимо, зрел в голове, но надо было опору для того, чтобы разъединить, да? Потому что если нету точки вот, оппозиции такой, а вот движение Закивалиди создал ее реально. То есть башкирская автономия дала возможность воспользоваться этим противоречием. У нас много общего с башкирами все-таки, или как? Там различия найти сложно. Вот в чем дело. Но происхождение разное. А язык, ну, вот я, конечно, вот опять скажу это, да, опять там в Уфе меня обругают, но как бы для меня это понятно, что это отатарившиеся угры, башкиры. То есть они перешли на татарский язык. То, что вот нынешний официальный башкирский язык, это один из говоров такой довольно редкий, потому что башкиры в основном говорят на обычном литературном татарском языке. В песнях, я думаю, никто не сможет найти, в музыке никто разницы не найдет. Там. А все остальные какие различия есть, они такие же есть различия, скажем, между казанскими татарами и мишарами, там, или вот такими региональными различиями, оно не выходит за эти рамки. Происхождение разное. Фальсификация. Biz ruxsat etsangiz tag'in so'rovlarimiz bo'lsa, bizning bilan bunda bor nelar, nakleykalar biz raddlab jibarib, biz yozirsiz, biz ani yo'llarimizni falsifikatsiya ham internetda bizning aql fabrikasi degan turkumga o'rnashtiramiz. Ham endi bizning traditsion har bir chiqish yasovchilar biz birishar
шундай соңыннан сорау бирәбез. Менә безне бик борчый тарихи амнезия дигән әйбер. Күп әйбер менә яшьләр арасында бик яхшы ул чагыла. Күп әйберне оныталар, күп әйбер онытыла, башкача интерпретация һәм башкалар. Менә шушы чордан кемне бәлки шәхесләр, бәлки ниндидер мөһим вакыйгалар, мин уйлыйм шәхесләр белән шикләнергә булаймы? Кайсы шәхесләрне біз онытып барабыз һәм кайсыларын безгә үз аңыбызга салып калырга кирәк һәм аларны үз аңыбызда тотырга кирәк. Тарихи шәхесләр. Кайсы ғасырдан башлап? Шул 20-нче гасырга караган, 20-нче елларга караган. Шушы 20-нче еллардан юк, аның күбесе инде безгә ачыкланды. Теге былай гына онытылды, басылмады, әйтелмәде дигән әйтмәс идем мин. Әлбәттә, мин менә Солтан Галиевны күтәрер идем күбрәк. Аны белеп бетермиләр, аңлап бетермиләр, аның киңлеген, ул бит әле менә ул шәхес кайберләре бар, мин инде теге мисал итеп китерәм, менә бар Солтан Галиев, бар Сәйд Галиев, име? Менә Сәйд Галиев ул республика белән шикләнгән. Безнең һәм Крым республикасын, а Султан Галиев ул бөтен дөньяга тәэсир иткән. Если вот посмотреть Султан Галиева времена Ленина и прежде всего Ленина, потому что со Сталином это уже идет прямая вражда, то вся внешняя политика, вот, особенно политика с восточными народами, это готовил Султан Галиева. Поэтому революции, скажем, в арабских странах, они шли под знаком исламского социализма. И в этих странах вместо Маркса и Ленина, как у нас стояли на столе, как вожди, был портрет Султан Галиева. Они себя считают, что вот они продолжатели этого дела. Но сегодня там, конечно, совсем другое дело, да? Они тоже подзабыли. Поэтому эта фигура, конечно, международного масштаба. Вот, поэтому его бы стоило поднять на тот уровень, на котором он и был. Добрый день, друзья. Я продолжу, наверное, общий тренд, который заложил предыдущий лектор. Большое спасибо, Рафаэль Ильич. И хотел бы немножко осветить некоторые вопросы, которые затронул Рафаэль Сибгатович. Но в силу того, что он говорил немножко о других вещах, они остались неотмечены. Итак, мой первый вопрос аудитории, он достаточно простой, все же. Вот Рафаэль Сибгатович говорил о том, что татары носители государственности. Вот сейчас, вот я думаю, в основном вы здесь татар сидите, спросите у себя, пожалуйста, где вы носите эту государственность? Как она проявляется? Вопрос не риторический, друзья мои. Можно поднять руку и вот сказать, вот моя государственность это вот там вот. Ну вот я могу предположить, что вот, например, дома большие татары строятся к высоким заборам. Как будто каждый из них государство свою крепость строит. Отличный ответ. Да? Например, дәүләт ул гаиләдән башлана. Кичкенә дәүләт ул ир хатын бала. Һәм әгәр дә туган көнен саклыйлар икән, үз гаиләдән саклар, менә ул дәүләт була, кичкенә дәүләт. Риза Фахруддин, рахматуллахи алейхи. Отлично. Еще? Государственность татар. Где в татарах? Менә монда не бар ләйлә. Мин күрмим просто, пожалуйста. Им очень хорошо видно в нынешней татарской молодежи. 30-летних татар и татарочек это очень наглядно и видно. Вот на них вроде бы посмотришь, они бы историю не изучали, но они готовы управлять государством. У них есть, вот прямо видно, это насквозь просто. Отлично. Видно, насквозь. Давайте еще один балаларымны Казан Кремліне алып келіп, мында Казан хандарының сарайлары болған. Казан ханнары мында ул сүзләрдә, лексикада, ишимдәге булган тарихи хисләрдә шунда яши. Менә мин Казахстанда кунакта булганда, инде бер дустым белән сөйләшкәндә, шунда яши, үз милләтеннән, һәм мин аңа сөйләгәндә безнең президентыбыз дип әйтәме. Ты кого имеешь в виду? То есть
Мен қалса, башқа милләт вәкилләре біздің президентіміз, наш президент сөйләмейләр, дейме? Міне сіздің жауаплар, алар міне шушы ментальностьны шағалар деген. Міне татар халқы ғұмумен, ол біріншіден әйтіп кетерге керек, ол еш халық. Аны дұрыс міне қар біз роликін қарадық, оның тарихы ұзын, дәртлі, һәм де енді шалғы деп те әйтергә була. Әмді ләкин біз еш халық. Чөнки менә хәзерге республикабыз безнең, хәзерге татар халкы, хәзерге Казан татарлары, без бик яшьләр. Менә шушы безнең җәмгыять дип әйтик, безнең социум, менә шушы рәвештә аңа менә 100 елдан әз генә артып килә әле. Чөнки менә минем моя заявленная тема, она так и звучит, да, 100, значит, как они там называются по-русски? Татарские дискуссии, общественные дискуссии среди татар 100 лет назад. Одна из основных дискуссий, она лежала в плоскости идентичности, как раз той самой ментальности, которую мы сейчас с вами обсуждаем. Кто мы? А вот кто мы? Мы булгары или татары? А вот если мы татары варвары-язычники, или мы какие-то другие татары? А если мы булгары, а мы какие булгары? Особенно, когда, значит, у нас интеллигенция читала книжки, она выяснила, что есть какие-то болгары, там, и оказывается, мы с ними одного рода племени, а как они христиане, а мы не христиане. Вот у нас целая плеяда таких вопросов родилась. Она родилась в начале 20 века. Но проблема в том, что до этого этих вопросов вообще не было. Их не было, потому что мы об этом не знали. И, допустим, одно из первых исторических сочинений, написано на татарском языке и для татар, которое рассказано о татарской государственности, о татарской идентичности, о татарскости как таковой, она называлась «Таварих Булгарии», автор ее некий аноним Хисамиддин Булгари или Шарафуддин Булгари, там по-разному называют. Да. Сен телефон, микрофон сөйлеп бол. Алло, сөндір что ли? Ну, мен шықырып сөйлеймін. Міне. Какой интересный. Итак, и анонимный автор этого замечательного творения, его, конечно, все критикуют, все, кому не лень, особенно кто его совершенно не читал, особенно те, кто у нас, значит, спины укта доказывает, что мы от монгольского стремени произошли и так далее и тому подобное, или наоборот от булгарского стремени произошли. Но здесь проблема несколько иная, которую обозначили, допустим, западные исследователи. И они видят в этом замечательном источнике след ментальности. Это буквально просто отпечаток разума. Но разума особенного. Это не мы с вами все, масса татар как таковая, а только улама, только ученые. То есть все мы прекрасно с вами знаем, да, что, допустим, 200 лет назад образование было элитарным. То есть любое отношение к образованию уже по умолчанию считалось элитарным. То бишь, не всякий татарин умел читать и писать. Даже перепись 1897 года показывает, что среди нас, ну, где-то, может, 30% был грамотных. Причем это один из самых больших показателей был в империи. Там мы где-то рядом с латышами и другими лютеранами, имеется в виду, у которых там образование, ну, просто пеленок практически, у которых была система образования. Учитывая, что у нас государственной системы образования не было, мы за свое образование платили сами. И вот здесь очень важно понимать, что Таварих и Булгария, когда оно, значит, нам рассказывает, ну, я вкратце немножко расскажу, о чем оно начинает историю с чего? С того, что булгары принимают ислам. И здесь важно понимать, что булгар до принятия ислама нет. Они появляются в момент принятия ислама, и есть только мусульманская идентичность. Все. Нету ни язычества, нету никаких татар, нету ничего, есть ислам. Он начинается в конкретный момент времени, когда у Айдара хана заболевает дочь, они принимают ислам, когда приходят, значит, 3 сахаба, пророка, сподвижника пророка. Значит, один принес чалму, второй принес пост. Ну, всю эту историю вы знаете. Значит, и там, значит, расцветает волшебное дерево. С дерева, значит, берутся лепесточки, делается отвар. Девушка выздоравливает. И, значит, булгары понимают, что, значит, у них, как бы, религия вот эта вот, она настолько хорошая, что, значит, Боженька вот вылечил, значит, эту девушку бедную, мы принимаем ислам. И дальше начинается в рамках мусульманской парадигмы очень хорошая история. То есть многие из вас, наверное, знают, что такое Аср Саадат, или Аср Саадат по-русски. Есть замечательная книжка Шагара Шарафа, ну, то есть одного из братьев Шарафа, которая так и называется Аср Саадат.
И, значит, она повествует о, ну, то есть это, грубо говоря, сунна пророка в некотором ее виде, и повествует она о Мавлиде ан-Наби, то есть о дне рождения пророка, как этот праздник появился, как он праздновался, условно говоря. Концепция Аср Саадат в исламе, некая парадигма, она говорит, что линейно-поступательное прогрессивное развитие истории невозможно. Мы деградируем. Каждое наше поколение хуже, чем предыдущее. Почему? Потому что время Аср Саадат осталось давно позади. Пророк умер уже. И вот люди, которые его знали, они тоже умерли. И все нравы, которые мы сейчас имеем, они хуже, чем нравы наших родителей. А их нравы хуже, чем нравы родителей их родителей. И так это до бесконечности. И вот в рамках этой парадигмы вот этот аноним нам рассказывает, как с каждым годом, с каждой эпохой, с каждым новым правителем ислам становился хуже. То есть, опять-таки, прошу вас заметить, нету никакого государства как такового. Есть некий Эмират Булгар, есть булгары, которые, как бы, по идее, должны быть ханафитами, но на самом деле они не ханафиты, потому что они себе позволяют многие гадости. Да? И там дальше начинается тоже очень интересно, но мы сейчас немножко ускоримся. О неком племенном строении, значит, социума, вот не то чтобы языческого, а по крайней мере кочевого времени булгар, там есть один небольшой, одна киса, она называется Барадж халка, то есть народ Барадж. И там как раз есть вот эта небольшая парадигма, там в этот момент смыкаются две истории. История татар, история Золотой Орды, и история булгар. Точнее, не булгар, а мусульман этой территории. Потому что мы, опять-таки, не должны забывать, потому что булгар как таковых уже не существует, существуют только мусульмане. И вот эта история рассказывает, то есть Бараджи, наверное, эту историю замечательно знает, что был некогда великий могущественный дракон, который нападал, значит, на какое-то племя, у которого имя неизвестно. И из-за того, что оно было настолько могущественным, они приняли ислам. И жили они на берегу Зая, и как бы благодаря этому, наверное, частично, потому что там часто топомика это упоминается, впоследствии, допустим, Миркасан Абдулхадж сделал вывод, что, допустим, эта книга написана именно там, ну, то есть на берегу Зая. Ну, как бы очень может быть, потому что все-таки берег Зая это такое достаточно интеллектуальное место, опять-таки оно связано генетически с личностью Таждина Ялчугула, допустим. Опять-таки медресе Тайсугана, Ишаны Тайсугана, это тоже очень знаковые люди. В конце концов, Реза Фахриддин тоже практически вышел с берега Зая. Дальше происходят несколько странные события. Ислам в Поволжье падает настолько, что появляются люди, которые готовы покарать местных мусульман и вернуть их на истинный путь. Да, причем там очень много достаточно обвинений, они, конечно, звучат... Простите, пожалуйста. Там много достаточно обвинений, и, допустим, когда сравнивают нашу местную ламу, нашу местную мусульманскую идентичность с турецкой идентичностью, там, ну, просто прям ужасы какие-то там выходят, но мы сейчас об этом говорить не будем. Итак, человек, который будет наказывать местных мусульман и возвращать их на Иршад, то есть на правильный путь, это Тимур или Тамерлан. И значит, он огнем и мечом проходит по территории, уничтожает все, что доходит. Он доходит до территории племени Барадж, которое здесь жило. Как раз их, так сказать, потомки в то время, которые княжили в Буляре, это люди, которых звали Исан и Ихсан, как, ну, по крайней мере, по легенде. Они сбегают, потом появляется замечательная история, как дочь, значит, последнего бека Беляра горит живьем в этом костре, чтобы ее братья сбежали. И начинается история Казани. В итоге, что мы получаем в итоге? В итоге мы приходим ко времени появления ОМДС, то есть Оренбургского Магометанского духовного собрания. Замечательные авторы или автор вот этого программного заявления нам выстраивает некую логику. Он говорит, что ханафитский мазхаб в том виде, в котором мы сейчас его знаем, это мазхаб Тимура. А это значит мазхаб Бухары. Да? То есть, допустим, и нам рассказывают некую историю ханафитов других, допустим. Нам рассказывают Надир Шаха. Но почему-то Надир Шах оказывается современником, опять-таки, того же Тимура. Но об этом мы не будем немножко, только скажем о османах. Значит, с османами, после того, как они терпят поражение от Тимура, они, будучи ханафитами, терпят поражение от Тимура. Их ислам тоже неправильный. И мы с вами переходим, опять-таки, в 17 век и представляем себе, что мы с вами находимся во время русско-турецких войн. Сколько было русско-турецких войн в 18 веке? Риторический вопрос, все вы знаете, сколько их было, я надеюсь. И, соответственно, здесь вот такой вот небольшая палка такая получается. Ну, конкретно даже не палка, а бращера, кузге кіргендей. Что шейхуль ислам Турции
И халиф Турции – это ложь, большая раздутая ложь. В тот момент, когда нам дали ОМДС, мы с вами встали на правильный ислам. Мы с вами ездим в Бухару, получаем там знания, от почтенных шейхов на тарикаты Накшабанди возвращаемся и исправляем нравы наших современников. А они люди, наказанные один раз Тамерланом, они не встали на путь исправления. Они пребывают в грехе, и они далеки, они не из нас. Это одна сторона. На самом деле, вот в таком виде улама воспринимала этот текст. Но только улама, поймите, наши с вами предки были далеки от этих всех идей. Почему? Потому что, опять-таки, как правильно нам здесь не раз заметили, лингвистические пласты, они восходят в большей части, особенно, ну, такие простонародные, что называется, которые до сих пор сохранились, ко времени ханов. Допустим, все вы знаете, кого называют хуанхазы. Да? Девочек всех в детстве называли хуанхазы. Почему? Потому что они капризничали, плохо себя вели, и значит, это вот такая капризулечка. Есть такая штука, у татар называется хуанзират. Это любое вот совершенно скопление камней, непонятного вообще происхождения, но это хуанзират. Да? А есть такая еще штука, которая называется хуанзаман. Да? Это некое абстрактное время, вот, которое где-то находится в прошлом, вообще непонятно где. Но вот оно там есть. Вот это наша с вами память, о которой говорил Рафаэль Сибгатович. Вот эта государственность наша, вшитая в нас. Но проблема в том, что наши ученые, допустим, и наши элиты рассуждали несколько иными категориями. Допустим, берем сейчас следующую книжку. Эта книжка называется «Мустафа Ахбар Фех Вали Казан Бабдулар». И автор ее почтенный шейх Накшабандийского тариката, замечательный ахун и муфтасиб города Казани. И, соответственно, книжка эта строится по одному простому принципу. Они, вот в этой книжке тот момент, когда булгары превращаются в татар, он просто опускается. Его просто нет. Он говорит, вот нагайцы, когда у них спрашиваешь, мол, кто вы такие, они говорят, дин балдуз бектен. Да, то есть они говорят, вот при узбеке хане ислам стал государственной религией Золотой Орды. Опять-таки, булгар нету. Есть мусульманская идентичность. Мусульманская идентичность рождается в XIV веке в Золотой Орде. И все остальное является только его преемственностью. Но нет! Все не так просто. Оказывается, есть книжки, есть, оказывается, господин Якут, который в XIII веке описал путешествие некого дяденьки, которого звали Ибн Фадлан, на Волгу. И оно у него есть. И выясняется, что есть булгары. И булгары были язычниками. И никакой истории с сахабами не было. Или если она была, мы про нее ничего не знаем. Почему? Потому что, еще раз повторю, книжка «Таварих и Булгария» — это идеологический конструкт. Это слепок ментальный. А книга Шихабуддина Марджани – это фактический материал. Это первое, наверное, действительно монографическое исследование татарской истории. Действительно. Но опять-таки тот момент, когда мы вдруг из булгар-мусульман превращаемся в татар-мусульман, этот момент там серьезно завуалирован. Однако Шихабуддин Марджани, он вот отец татарской идентичности, и он первым вот громко говорит, что, ребят, ну мы с вами татары, без татарлар. И нельзя прятаться за именем мусульмане, нельзя прятаться за именем Нагаи. Мы есть татары. Мы произошли от колена Татарова, и мы есть татары. Он первый обозначил эту проблему. И вот я считаю, что нужно считать татарскую идентичность в том виде, в котором мы сейчас себя знаем и представляем, именно с него. Потому что до этого у нас было на самом деле две идентичности. Одни назывались, ну, условно говоря, мужиклар или холок, а второй назывался Ахли Сунна валь Джамаа, то есть люди сунной общины. И так себя называли только исключительно улама, то бишь имамы. Условно говоря, ну, хальфы там и люди, получившие образование. Ну, соответственно, кто был в тарикате, естественно, так себя называл. И больше не было ничего, потому что была только одна идентичность и одна парадигма всего. Марджани обнажает вот эту проблему. Следующим, точнее, чуть раньше даже, чем Марджани, но книжка это не так известна, эти же проблемы поднимал дедушка замечательного писателя, которого все вы знаете, Фатех Амирхана, его звали Хусаин Амирханов, и книжка его тоже называется «Таварих и Булгария». И он там просто откровенно катком и танком проехался, значит, по всем замечательным сказкам, легендам, мифам, которые существовали о булгарской идентичности. То есть он, в принципе, берет очень интересный метод сам по себе. То есть он исходит, ну, по большому счету, он прям как Аристотель. Он выдвигает некий тезис, а потом его громит. Ну, просто уничтожает практически. То есть там нет истории уламы как таковой, есть история фактическая. И, допустим, ну вот я вам пример небольшой приведу.
Здесь, недалеко от Казани, в бывшем Свияжском уезде, была деревня, которая называлась Сердан, точнее, две несколько, может, кто-то там прям даже оттуда. Это родная деревня замечательной семьи купцов, промышленников, торговцев, казаков. И вот, значит, в их шаджире, то есть в их родословной, Каим Мусари сделал такую небольшую интересную приписку в конце о происхождении этого названия. И вот, значит, он пишет, что первые, значит, представители, ну, то есть мусульман вообще, и прародители вот этих вот деревенских жителей, они сбежали из Булгара. Значит, алло, да, простите. И, значит, они сбежали из Булгара, пришли на непонятную вот эту вот территорию, основали деревню. И так как они были городские, они говорили, что без Шахарден. А потом это Шахарден превратился в Шердан. И вот здесь тоже вот эта смычка. То есть как бы они априори, наши с вами предки, считали, что все мы из Булгара. Вот в том или ином виде мы все с вами из Булгара. Хузайн Амирханов первый, наверное, один из татарских, ну точнее историков, он говорит, что это не так. Во-первых, не было опять-таки никакой истории с сахабом. Это во-первых. Во-вторых, после разрушения, допустим, Булгара, ну то есть который учинили люди Чингисхана, допустим, невозможно, не может быть такого, что там кто-то уцелел. Если мы с вами и происходим, допустим, от Булгар, только при том условии, что мы с вами из сельских Булгар, но никак не городских. И он разрушает некий интеллектуальный мост, который создан был как раз автором Таварихи Булгарии. То есть нету, ну совершенно нету ни в каком виде преемственности между нашей интеллектуальной высокой культурой и высокой культурой булгар. Нету, ее не существует. То, что знаем мы с вами, допустим, это мы, условно говоря, привезли из Бухары, мы привезли из Дагестана. А то, что до этого было, может и не было ничего, но что-то было. Но как оно было, мы вам сказать не можем. Ильдар, можно я вот прерву? Пожалуйста. Перейду к вопросу. Сразу. Вот про идентичность еще поговорим. Вот Рафаэль Сават еще тоже там много вопросов насчет идентичности. Еще вопросы будут. Я хотел бы тебя вернуть вот в эту обстановку 20 века. И вопрос такой, вот сен дискуссиялар турында булганмы дискуссиялар дәүләтчелек турында халык арасында һәм булса алар нинди булганмы бер яклы кешеләр, ике яклы кешеләр калма каршы яклары. Менә гел дәүләтчелек дип әйтеп булмый. Чөнки мен беренче сораганда идентичность турында демәк ул дәүләтчелек кайсы төштә ул татарның чагыла дип. Менә 100 ел элек безнең бабайлар булай дип әйтерләр, ул диндә саклана. Диндә саклана. И диннең асыл ташында ул менә кем әйтмәсә акыйдада түгел ул, шахадада түгел. Бина ислам юк. Диннең төбендә бар монархизм, шипши. Демәк, патша булганда без бар, патша булмаганда без юк. Демократия, социал-революционеров, этого нету ничего. Есть царь, есть хороший царь, а есть плохой царь. И все. Потому что, еще раз говорю, вот в парадигме обывательского сознания, в обывательской рефлексии, то есть обыкновенных людей, которые не знакомы, не читали ни Макса Вебера, они не читали Маркса, они не знают ничего про это. И, допустим, даже того Гаяза Исхаки они только знают, потому что это их земляк с их деревни происходит. Нету всего этого, потому что нету знаний, не к чему прицепиться, нечего, нечего рефлексировать. Но это, опять-таки говорю, вот эти вот 70% большинства. Для остальных некие парадигмы такие, государственности, они существуют. Но еще раз говорю, вот эта парадигма, вот это как раз вопрос булгаризма и татаризма, он решался именно тогда. Допустим, мы с вами знаем, что Гаяз Исхаки, первое время, значит, своей буйной молодости, когда он был преподавателем медресе Амирхании, да, и, то есть, грубо говоря, работал под началом Зарифа Амирхана, то есть отца Фатыха Амирхана, он, значит, страдал, конкретно, причем страдал булгаризмом. Ну, все вы это знаете. Да? Но потом он, условно говоря, от него излечился. Почему? Потому что он понял, что это тупиковая ветвь. Он понял, что вот мы в таком виде, допустим, сильно себя ограничиваем. Потому что татар на самом деле очень много. И булгарская идентичность, она, допустим, не свойственна касимским татарам. Ну, как ты им ее приплетешь? Крымские татары тоже плохо себе представляют, что это такое. Сибирские, условно говоря, в силу того, что интеллектуальная культура, допустим, у нас была одна, то есть высокая культура, они еще как-то куда ни шло себе представляют.
А вот, допустим, парадигма Золотой Орды, ордынская идентичность, она гораздо выигрышнее. Но он ее реформирует. Он убирает из нее очень важную часть, которую, в принципе, сейчас мы себе тяжело представить можем. Он убирает из нее Чингисхана. Он говорит, что все предки татарского народа в книжке своей «Дель Урал», они уже были здесь. Булгары были? Были. Хазары были? Были. Мы говорим на кипчакском языке? Да, и кипчаки здесь тоже были. И если бы не пришел Чингисхан, это все бы появилось. Но выглядело бы несколько иначе. И он этим попытался... Работает, нет? И он попытался объединить все, вот, в общем-то, булгаризм и татаризм, ну, условный тогдашний булгаризм и татаризм, в некой одной парадигме. И у него это почти получилось. Почти получилось, но опять-таки с политической точки зрения здесь все не выгорело, но об этом уже говорил Рафаэль Сибгатович. И кроме, собственно говоря, глобальных историй, было большое количество маленьких историй. То есть микроистории — это локальные истории, локальные идентичности. Допустим, ну как мы с вами представляем, да, наши предки в основном проживали жизнь и умирали все, живя в одной деревне, редко выезжая куда-нибудь. Ну, надеюсь, вы себе это представляете. То есть, допустим, выезд в город, когда городов было раз-два и общался, ну это что-то страшное. Или там, допустим, даже 100 лет назад, даже не 100 лет, 80 лет назад увидеть в своей деревне русского или марийца, ну это все, это цирк, зоопарк, пошли пальцем в него тыкать и камнями кидаться. И вот в этой среде локальные истории были очень важны. Как мы с вами уже, ну то есть мы обозначили этот вопрос, наши с вами предки в локальных историях все отсылали к булгуру. Да? Но это еще только полбеды. Со временем, когда, значит, опять-таки, накшбандийский тарикат распространился, и, значит, допустим, среди татар распространилось такое явление, как зиара, то есть вы знаете, что такое зиарат? Да, зиарат — это кладбище. Неправда. Зиара — это глагол арабский, который обозначает «посещать». То бишь распространяется обычай, который в принципе в сунне пророка был запрещен, а именно посещение могил, поклонение могил. Но здесь сейчас, конечно, вопрос в терминах, и сейчас могут меня и отругать, и облаять, но мы немножко не об этом. Речь заключается в том, что у каждой местности возникает институт святых. Но они не святые с позиции, значит, как сказать, икона такая, значит, стоит, мы приходим и кланяемся. Нет, это некий ата-баба, который имел некий карамет, то есть он имел некое чудо, он был близок к Богу. И вот берекет нашей деревни, допустим, всходы нашей деревни, не болезнь наших детей, именно не болезнь наших детей, здоровье, то бишь наших детей, зависит от этого карамета. Если он исчерпывается, если близость к Богу его проходит, значит, и, грубо говоря, то, что в нашей деревне все хорошо, оно тоже исчезает. Здесь рождалось огромное количество, как минимум, девиантных практик с позиции классического шариата, причем классического я имею в виду не только ханбалитов, допустим, а даже наших ханафитов. Потому что, допустим, ота-бабаларға курбан чалу — это вообще страшная вещь вообще. То есть, допустим, есть сведения, опять-таки, наши с вами предки, когда появились газеты, они делились, улама между собой делилась этой информацией, что, допустим, вот в соседней деревне из-за таких вот явлений, там каждый год в июне надо заколоть белого жеребца. И там, значит, люди начинают считать, вот они на 40 рублей покупают коня. Если бы вместо этого построили медресе, было бы гораздо лучше. Или, допустим, вот два таких у нас центра было, масштабных, всенародных, причем настолько всенародных, что туда башкиры приезжали. Это Булгар и Беляр. Это как раз и есть эта зиара. То есть, грубо говоря, каждый год мы теперь ездим отмечать принятие ислама. Это часть мусульманской идентичности в том контексте, что тогда мы ездили не отмечать принятие ислама, мы тогда ездили на могилы этих 3 сахабов. Да? И с этим очень боролись. Допустим, есть воспоминания Юсуфа Акчура, который, в принципе, он слабо связан, на самом деле, культура с нашим регионом, потому что он все-таки больше осман. Он младотурок больше, потому что он все-таки учился там, и потом после революции 1908 года уехал туда-обратно. Но не суть важно. Он, когда приезжал туда, он удивлялся. То есть, допустим, у сибирских татар есть такая вещь, как муджаверлик. То есть муджавер — это хранитель могилы. Помните, как Мухаммедьяр пишет? Да, муджавер басибу мудзар. То есть я был муджавиром на могиле этого, как его там, Сафагири хана. Вот у нас этой культурной традиции не было. Не было ее у нас. Зато у нас были эти муджавиры как таковые. То есть они, традиция была не наследственная, как у сибирских татар, а просто самый достойный человек, допустим, вообще не конкретно, он становился муджавиром. Это одно из проявлений.
В Беляре все доходило немножко вообще до абсурда. Почему? Потому что там зарабатывали деньги. Там, допустим, конкретно в то время Улам писал, что, допустим, есть люди, которые претендуют на то, что они шейхи, то есть они ишаны, то есть они, значит, имеют иджазу тариката Накшбандия, ну или там, допустим, Халидия. И они возглавляют эти ритуалы, что вообще дичь совершенно страшная. Причем, более того, они возглавляют эти ритуалы, которые проводят чуваши, русские. И там допускается убой скота, допустим, ну, который тяжело себе представить. Допустим, там забивали птицу. То есть, да, вот как курбан принимается птица, что это вообще страшно. Но опять-таки, это вот локальная история. А вот эти истории небольшие, вот эти вот культ святых, он связывал конкретную идентичность, даже не конкретную идентичность, а конкретного индивида с землей. Что эта земля не чужая, а земля наша. Вот вы подумайте, почему каждый раз, когда российское государство присоединяло новую территорию, каким-то волшебным чудом там всегда находились иконы. Вот всегда находились иконы. Я сейчас ничего плохого не хочу сказать. Вот такая же история касается и, собственно говоря, Института святых. Они Институт святых не сколько потому, что у нас здесь был ислам плохой, а сколько потому, что это память. Это культивация памяти, причем именно мусульманской памяти. Напоследок еще хотелось бы отметить один небольшой нюанс. Это противоборство академистов и джадидистов условное. На самом деле оно не просто условное, ну, его на самом деле в чистом виде в таком не было. Почему? Потому что это интеллектуальная борьба, и, условно говоря, как в Узбекистане вы нигде не увидите, что, допустим, какого-нибудь джадидиста забили камнями. Нет, у нас такого не было. Потому что даже, допустим, шакирды часто не понимали, что вообще происходит. Какая разница между вот этими академистами и джадидистами? Они прямо, допустим, какой-нибудь прогрессивной газеты Алислав или, допустим, Угуяш спрашивают, а разница-то какая? Они же все вот Ахл-Ислам, они же все мусульмане. И Куяш приходилось что-нибудь придумывать на уровне того, что да, это вот все, значит, теоретический конструкт, и Гибрятли Сузляк, Хамда Гибрятли Сузляк был поларлар. И как бы никто не рассчитывал, что из этого. Но здесь очень важно понимать, что джадидисты, они были представителями третьей идентичности. Они не были ни уламой и не были мужиками. Они были людьми, которые носили фески. И поэтому, допустим, людей, которые были связаны, если мы откроем карикатуру того времени, они все в фесках. Юсуф Ахчура в феске, Садри Максуди в феске. Даже Ахмад Хади Максуди, и тот будет в феске, хотя он-то уж более ханафит, еще надо поискать того времени. Их язык отличался от языка уламы и от языка мужиков. Если улама предполагала, она говорила на так называемом интеллектуальном конструкте, который называется старо-татарский язык, то есть это, грубо говоря, смесь арабского, персидского и тюрки. Мужики говорили на татарском, причем, ну, условно весьма татарском, потому что они очень много тогда набрались от уламы. А джадиды говорили принципиально, говорили на языке газеты «Тарджман». Допустим, когда Атаулла Баязитов открывал, они, точнее, в Петербурге печатали газету, первым, значит, одна из первых статей в первом же номере была «Нета для язамс», то есть на каком языке будем писать. Вопрос стоял именно так. И вот этот язык газеты «Тарджман» — это турецкий язык, причем вот можно сказать, что современный турецкий родился из него, потому что османский язык — это немножко не та история. Это турецкий язык, который дополнен грамматическими и лексическими формами из поволжского и из крымского языка. Они считали, что это правильный язык, и они преподносили себя так. Для них допустимо было, как с позиции просвещенных людей, рассуждать о государстве в ключе, допустим, революции, то есть вот инкилаб, пожалуйста. Да? Вот партия Иттифак аль-Муслимин, о которой уже говорилось, она, в принципе, стала продуктом рефлексии, наверное, этих людей, но они не могли создать, допустим, партию только для джадидов. Почему? Потому что, джадидов было раз-два и обчелся. И туда привлекали широкие массы. Допустим, когда туда вступали шииты из Баку или, допустим, ханафиты из Бухары, это как бы превратился в большой гремучий котел. Но сама идея, опять-таки, вот этой возможности представлять мусульманские интересы не через структуру ОМДС, которую создали. Помните, мы с вами, когда говорили о Таварихе Булгария, ОМДС воспринимался как венец творения. Все. Больше в этой стране мусульмане достичь просто не смогут. А тут джадиды пришли и говорят, есть, спокойно, есть вариант. Мы сейчас можем все разрулить немножко другим методом. И они создали вот эту парадигму допустимости, вариативности истории и вариативности государственности. Что это значит?
Это значит, что история, она сиюмоментна, то есть культивация памяти происходит прямо сейчас. Допустим, если мы с вами возьмем книжки там Сибир Тариха, да, то там уже, собственно говоря, выстраивается такая, то есть это, грубо говоря, пересказ современных русских источников, на что бы, например, Мурзани бы никогда не пошел. Он никогда бы этого не сделал, ну вот вообще страшно себе представить. То есть просто взять и пересказать. Он сначала выстроит логику, значит, на всех мусульманских книжках, которые у него там есть, какой-нибудь Шиджирей Тюк перескажет, а потом уже влезет в русскую книжку. А вот, пожалуйста, Сибир Тариха, на тебе. Всю русскую книжку просто взяли и пересказали. Это раз. И во-вторых, появилась возможность диалога, и появилась возможность полемики о государстве, мусульманском государстве на территории Волга-Урала. Но об этом уже нам рассказал Рафаэль Сибгатович. Спасибо большое за внимание. Дорогой Сумасрау, я вижу, сен ниче уйлайсың, 100 ел элек сен күбрәк инде шулай теге дин әһелләрен әйтеп киттең, бәлки шулар арасыннан теге язучылар, шуның интеллигенция арасыннан кемне без оныттык, яисә ул шундый күләгәдә кемне кирәк менә истә тотырга. Истә тотырга. Ике сүз белән исем һәм фамилиясе. Беренчедән, Шәрәфләр гаиләсе. Бүтін, чөнки алар ничә бер туган. Беренчедән, ул Аксу авылындагылар һаман шуны кичернең тарталар, Шәрәфләр алып кайткан. Әле һаман шундый оҡшашты. Икенчедән дигәндә инде Шәһәр Шәрәф мәсәлән, ну инде бүтүнчедән алар беренчедән технә әһелләре булгандар. Икенчедән дәүләтчеләр булгандар. Өченчедән, мәсәлән, татар теленең графикасы турында полемика барганда, алар актив катнашканнар һәм инде гарәп графикасын шактый йоклагандар. Ну инде алар шуңа күрә. Икенчедән, ул заманда булган бер кеше, онытмаска килгән, кирәк ул Захир Аюханов дигән кеше. Захир Аюханов, беренчедән, ул Муса Бики кебек, Зия Камали кебек, Әл-Асхарны бетергән. Әмма дә ләкин үзенең карашлары белән һәм мәсәлән инде тәклидтә дип әйтик инде, гомумән кыяс, ну кыяс инде андай бер белмәгән. Ул булган, ничек дип әйтәләр, татарчасын белмәм шәйтән. Он был представителем захиритского мазхаба. Захиритский мазхаб — это мазхаб халифата Аль-Махадов, и он вымер вместе с Аль-Махадовым, был получен в 14 веке. Сейчас я тебе расскажу, почему его помнить надо. Этот человек, будучи татарином, создал тот самый вот кайне, разговорный официальный язык Республики Башкортостан. Вот это такой вот мультикультурный человек. Начинал он человек как полемизатор. Он полемизировал с Буби, допустим, он полемизировал с Бекиевым по поводу мусульманских налогов. Подходил к нему с позиции захиритской методологии. А закончил в советское время как человек, который сконструировал современный башкирский язык. Ну, менің тема шулай деп яғыр инде, Татар Республикасының альтернатив проектлары. Мындай әйтеп кеткәннәр иде, безнең татар халкы ул дөрестән дигәндә милләт буларак, яшь халык, яшь милләт. Татарстанда башка дәүләтләр белән чагыштырсаң, нәкъ Татарстан ул яшьме, әллә яшь түгелме, менә шундый сорау туа. Татарстан, вот сколько лет Татарстану, кто может сказать? Просто с места. 96. 96 это много для государства? Много. С одной стороны много, потому что если сравнивать с другими странами, да, вот в мире, да, более 100 государств возникли позже Татарстана. На самом деле мы вот, в сравнении с другими где-то вот по истории возникновения именно республики мы где-то вот в серединке, так скажем, вот этого рейтинга государств. С другой стороны, если посмотреть на Россию, на европейские государства, мы, конечно, именно как такое название Татарстан, да, мы вот возникли достаточно так позже, да. Когда Татарстан появился название, как думаете? Татарстан. Вот я вот Ильдара как раз хотел задать вопрос. Было ли такое слово Татарстан в дискуссиях общественных? Нет, да, естественно, не было, да, то есть Татарстан это название тоже достаточно молодое, и если говорить о формировании, да, Татарстана, да, то даже в 17 году, еще даже меньше, чем 100 лет тому назад, это слово не было в ходу. То есть такого
даже представить себе народ, татар халқы көз алдына кетірмеген Татарстан деп аталушы республикада яшәячәк деп. 100 ел элек тә, 97 ел элек тә хәтта ойламаган менә шундый Татарстан деп аталушы республикада яшәячәк. Нигә алай? Чөнки күп кенә төрле карашлар булган, нинди форматта татарлар яшәргә тиеш. Нинди монда Илдар әйтеп китте инде, вот какое-то было такое восприятие монархическое, да, и в 17 году народу пришлось спрыгнуть из такого монархического восприятия мира, мусульманского и немножечко такого монархического восприятия мира, впрыгнуть сразу в такое революционное восприятие такое республиканское, что ли, можно назвать. В 17 году, если мы будем говорить сравнивать с другими народами, я бы хотел вот как раз ответить, вот здесь вопрос звучал, почему татары, вот про украинцев, да, был вопрос, как он звучал, большевикам, то есть еще как таковых татарских большевиков и не сформировалось, да, к тому времени. Но это такие левых взглядов люди, да, элита. Галимжан Ибрахимов к тому времени представлял все-таки левое крыло, да, и в середине 17 года они еще не были столь сильны, как, и их идея, она не могла проникнуть в толщу, полностью толщу элиты, да, так сказать. А посередине вы как раз цвет такой зеленый и красный получается, такой как татарстанский флаг, да, зеленый, красный, но еще белый, да. Это те, кто совмещал в себе в определенной степени и традиции такого либерализма татарского, традиции, идущие от национальной культурной автономии, традиции джадидистского толка, и которые совмещали в себе идеи социалистические, идеи новые, автономистские. Это как раз вот фракция, их называли еще фракцию туфракшылар, да, туфракшылар фракциясы. Сіз енді туфракшылар фракциясы боласыз. Туфракшылар фракциясы 17 жылдың ақырында, 18 жылдың башында Идел Урал штаты идеясын булдыралар. Вот у нас такой флаг. Да? Вот, кстати, карта, какой должна была быть Идел Уральской республики, Идел Уральский штат. Частично, так у нас Оренбург не должен был уходить. Да, но вот мы, какие сегодняшние регионы? Это Татарстан, это Чувашия, Марий-Эл жерлері, бүгінгі енді жерлерінде, Башқұртстан республикасы, но Стерлитамак тоже. К тому времени, да, у Башкирии вот здесь была своя уже автономия, да, такая малая Башкирия, проект малой Башкирии. И башкиры были не против в определенной степени, что будет в дальнейшем еще татаро-башкирская республика. Да, мы будем существовать отдельно, у нас будет своя республика, небольшая Башкирия, во главе этого движения уже стоял Заки Валиди. Но главное, чтобы нашу территорию, где мы создали Малую Башкирию, главное, чтобы нас татары не включали ни в проект Идел Урал, ни потом в дальнейшем в проект Татаро-Башкирской республики. Вот так. Это, так скажем, можно назвать первый альтернативный проект татарским государством. Альтернативный ТАССР, так скажем. То есть это далее, вот, когда Идел Урал был объявлен 1 марта 1918 года вот, на Театральной площади, это сегодняшняя площадь Свободы, в торжественном порядке должна была быть объявлена Идел-Уральская республика. Да, вот. Сейчас. Вот торжественное такое объявление, да, знакомое из учебников, возможно. Этого не произошло, потому что инициаторов создания Идел-Уральской республики за 2 дня буквально арестовали. Я немножко хаотично двигаюсь, а до этого был у нас второй
мусульманский военный съезд, на котором на котором как раз и объявлялся Идель-Уральский штат, на котором шли споры уже между левыми и вот туфракчылар, да, так скажем, между левыми и зелено-красными, я так назову вас. И в какой-то мере зелено-красные они поддались фракции красной, потому что Идель-Уральская республика должна была быть объявлена как Советская республика, основана на советах, то есть главным органом власти должны были быть советы. И, кстати, это произошло достаточно неожиданно, еще откатываясь назад, в ноябре 2017 года, когда открылось национальное собрание в Уфе, так скажем, в качестве выступающего вышел Галимджан Шараф и от молодых неожиданно выдвинул проект штата Идель-Урал с четко, почему неожиданно? Неожиданно в том смысле, что эта идея возникла неожиданно, а в том смысле, что четко очерченные границы, четко сформулировано, какой должен быть штат Идель-Урал, и, так скажем, более взрослого поколения лобован Ештердан Анды проектны Кытмаганнарами. Кстати, Галимджан Шараф на тот момент было 20 лет буквально. 20 лет. То есть он в декабре 1896 года родился. У нас одним из, так скажем, основателей Идель-Уральской республики еще является и такой тоже молодой лидер, один из руководителей мусульманского военного съезда, руководитель военного Харби шуры, департалущий орган Илья Салкин. Его можно в какой-то степени назвать президентом несостоявшейся республики, президентом несостоявшейся Идель-Урала. Я хотел сначала сказать несостоявшимся президентом, но это неправильно, наверное, по отношению к нему, потому что несостоявшийся президент, как будто несостоявшийся человек, несостоявшийся политик. Да? Как политик он состоялся, и он взял на себя ответственность в определенной степени, чтобы здесь в Казани не пролилась кровь, и здесь не началась гражданская война. То есть такая теория, что гражданская война могла начаться здесь, в Казани. Противостояние между основателями республики Идель-Урал и большевиками. На самом деле информации достаточно много можно об этом говорить, как это все происходило. Буквально несколько дней, конец февраля и начало марта, это такие решающие дни, когда должна была появиться или не появиться республика Идель-Урал. Решающие дни, и кстати, в эти решающие дни, прежде чем арестовали Илья Салкина и других руководителей Идель-Урала штата, прежде чем их арестовали, убили гостиница «Шарык», да, у нас такое известное место есть. В номерах гостиницы «Шарык» убили на тот момент очень известного человека для Казани и для может быть, татар, проживающих рядом с Казани, такого человека, как Айнан Ваисов. Айнан неправильно назвал. Сегодня его определяют как такого руководителя секты салафитского толка. В хитросплетениях сектантства я не разбираюсь, но в определенной степени, да, это были радикалы религиозного порядка, и за ними шли достаточно много людей. Это был целый полк, это более 10 тысяч человек, это численность этой секты. Да. И на глазах у людей, которые считали его Гайнан Ваиса великим учителем, его убивают, и в этом обвиняют в определенной степени, большевики в этом обвиняют тех, кто должен был основать Идель-Урал. Да? Арестовывают по этому поводу, и происходит такое явление, как дальше Забулачная республика. То есть Идель-Урал не смогли сделать, отошли в сторону забулачной части города. Забулаком была объявлена
эта республика. 2 недели, более 2 недель шло такое противостояние. Те, кто противостояние с оружием в руках, так скажем. Противостояние с оружием в руках. Молчаливое противостояние, потому что практически никаких стычек не было, перестрелок не было. Друг против друга стояли большевистские матросы, левая фракция, так скажем, вот Галимджан Ибрахимов, Султан Галиев, прежде всего, да, они стояли против республики Идуль-Урал. И это ставится в вину, историческую вину Султана Галиева, что он разогнал, участвовал в разгоне штата Идуль-Урал. Вот это молчаливое согласие, молчаливое противостояние закончилось тем, что все-таки здесь не произошло кровопролитие, и те, кто должен был основать республику Идуль-Урал, они просто сложили оружие. Несмотря на то, что в Казани несколько полков, мусульманских полков, также были готовы по приказу, начать это противостояние. Это противостояние не сложилось. И для меня, лично для меня, неосуществленный проект Идуль-Урал, то есть мы в определенной степени принесли в жертву эту идею, татары принесли в жертву эту идею, во имя того, чтобы не произошло кровопролитие. Это вот такое некое эмоциональное ощущение этого проекта и почему это не произошло. Ну, я уже должен заканчивать, да? У нас кто отмеряет время? Почему еще не произошло? Примерно в этих же границах большевики сразу предложили второй проект, альтернативный проект Татаро-Башкирской Советской Республики. В апреле 2018 года было подписано постановление Народного комиссариата по делам национальностей о создании Татаро-Башкирской Татаро-Башкирской Республики, Советской Республики, ТБСР, такая аббревиатура, да, получилась. И татары, понимая, что вроде большевики, Москва уже на тот момент столица Москва является, большевики дают возможность создать свое государство под другим названием. Пусть это будет не Идуль-Урал, пусть это будет не штат, а пусть он будет вот Татаро-Башкирской Советской Республики. И именно когда возникло постановление, так скажем, постановление Наркомнатса, напряжение спало. Но этот проект тоже не был реализован. Кстати, очень интересно, что подпись под этим ставил не Ленин, да, не руководители советского государства, а подпись ставил, по сути дела, человек со статусом министра. Министр, так скажем, народный комиссар по делам национальности Сталин поставил подпись под созданием Татаро-Башкирской Советской Республики. Ну, еще стояла рядом подпись такого человека, которому поставлен памятник около кольца. Кому это памятник поставлен? Вахитов, да? Для меня, вот я как-то так вчера подумал, для меня памятник Гулмануру Вахита неожиданно стал таким памятником неосуществившейся идеи Татаро-Башкирской Советской Республики. Это, можно так воспринимать даже этот памятник. Кстати, с большим трудом, вот я родился в 85 году, большим трудом, по-моему, в 85 году, да, Рафаэль Сибгатович, смогли поставить этот памятник, да, были споры вокруг этого, отбили у Москвы возможность поставить этот памятник, да. Вот, ну, получается, у нас 31 год тому назад поставили этот памятник Муламуру Вахитову. Для меня это, вот, говорю, какой-то памятник несостоявшейся идеи Татаро-Башкирской Советской Республики. Потому что вплоть до своей кончины, такой трагической кончины, да, расстреляли Муламуру Вахитова уже белые, даже не белые, а чехословацкий корпус, да, это было август 2018 года. Вплоть до своей кончины он отставил, естественно, идею создания Татаро-Башкирской Советской Республики. И неизвестно, что с ним произошло бы, если бы он остался жив, не постигла ли его участь того же Султана Галиева, да, которого... Вот, а Султан Галиев буквально... У нас есть еще 2 минуты, 3 минуты?
Максимум. Да, максимум 3 минуты. Я перепрыгиваю сразу через идею, то есть вот вплоть до конца, кстати, 2019 года этот проект считали, что он реализуется. Только в ноябре 2019 года все-таки вышло постановление СНК о том, что Татаро-Башкирской Советской Республики не быть. Уже к тому моменту как раз начинает формулироваться идея Татарской Республики. Уже в марте 2020 года были уже четко очерчены границы, помимо вот 2 уездов, да, Белебийского и Бирского уезда, и Уфимского нет. Ну, 2 у нас уезда, которые по референдуму должны были бы войти или не войти в состав Советского Татарстана. Так вот, май 1920 года декрет о создании ТАССР возникает, да, 2 подписи под ним, подписи Ленина и официальной, так скажем, главы государства советского, да, советского государства Калинина. Но на самом деле окончательная точка в создании государства не была поставлена, потому что вот оставался открытым вопрос о 2 уездах, Бирском и Белебейском, которые сегодня находятся, территории которых находятся в составе Башкирской республики сегодняшней. На территориях этих уездов должен был произойти референдум о вхождении или в состав Башкирской республики, или в состав Татарской республики. Кстати, было, опять же, 2 проекта Татарской республики. Большой Татарстан, так скажем, Большая Татарская республика. Вот, кстати, с исключением Уфы, Бирского, Бельбейского уезда. 2-й проект это ТАССР, который реализовался, собственно. И 3-й проект назывался ни Уфы, Илан, ни Казани. За него больше стояли большевики, но предлагал, кстати, такой проект, татарам предлагал такой проект Заки Валиди. Он говорил, вы не сможете Казань переварить, да, Казан урус шахар деп саналған. Хам ул татарлардың баш қаласы бірінші кітап бола алмайды деп шулай деп саналған. Әмма татарлар әлбәттә қалпына қарсы фикірні избатлаганнар. То есть вот проект Большого Татарстана, проект Малого Татарстана и проект ТАССР, да, реализовался у нас. А могло быть так, что не Казань, не только не Уфы не вошло в состав Татарской республики, но и Казань. Ну и, кстати, здесь местные большевики, они стояли категорически против, местные большевики, так скажем, происхождения другого этнического, они стояли категорически против создания Татарской республики. Они считают, что татары не могут быть, не имеют возможности вообще сформировать республику, они еще не столь развиты, чтобы иметь свое государство. Было и такое мнение. И вот последнее, что хотел сказать я, относительно альтернативных проектов татарской государственности. Татарская республика, она сформировалась как автономная республика. На тот момент всего лишь 8 республик автономных было в составе России. И в 1922 году, когда формируется такое государство, как Союз Советских Социалистических Республик, Султан Галеев говорил о том, что Татарстан тоже должен быть союзной республикой, что нельзя делить народы на народы пасынки и народы своих родных детей. Да? Так получалось, потому что такая получалась иерархия государства. За что он поплатился? В 1923 году в мае его арестовали. Далее он, естественно, свою государственную карьеру прекратил. Несколько раз арестовался, в 1940 году он был расстрелян. Кстати, говоря о Султан Галиеве, о влиянии его на, так скажем, общемировое развитие, в кабинетах 2 президентов арабских республик висела висел портрет Султана Галиева в кабинете отца Башара Асада, как отца я уже забыл. Да. И
в кабинете сирийского президента, в кабинете египетского президента висел портрет Султана Галиева, как основателя, там, скажем, учения об исламском социализме, и как человека, который считал, что двигателем вообще мира должно быть национально-демократическое движение, а не там диктатура пролетариата. Ну, вот я просто картинки хотел быстренько, да, пробежаться. Это у нас Саид Галеев. Это получается ответ на блин вопрос, да? Да, я сразу, да. Это вот те люди, которые, тот орган, который противился созданию Татарской республики, это Казанский губисполком, хотя в его составе была мусульманская фракция, да, но значительная часть вот этого органа противилась созданию Татарской республики вплоть до лета 2020 года. Очень тяжело, со скрипом передавалась власть от губернских органов власти к республиканским. Ну, вот это учредительный съезд республики ТССР проходил он, если я не ошибаюсь, если вы пройдете по улице Горького, Кармитинчур театр Ямнан Барганда, анда мемориале Токталинов Тра, да, что здесь состоялся у нас учредительный съезд Советов ТССР. По сути дела, 3 даты в создании ТССР сыграли. Это 27 мая, 25 июня, когда власть перешла от губернских органов власти к революционному штабу, и 14 сентября 2020 год, когда начался вот этот учредительный съезд ТССР, который учредил республику официально. Ну и это орган у нас ТАЦИК, Татарский Центральный Исполнительный Комитет Советов, официальный орган, главный официальный орган власти. Хотя по факту, да, состав ТАЦИК выделялся, ТАЦИК избирал Совет народных комиссаров, и вот первым председателем Совета народных комиссаров, первым председателем правительства татарстанского был именно Саид Галеев. Официальным руководителем республики был. Так вот. Сейчас. Так, вот картинку пропустили. Официальным руководителем, кстати, это Султан Галеев, это Уланур Вахитов. Это официальным руководителем был Мансуров. Вот до этого вы видели фотографии. Вот я, кстати, забылся. Да, вот он. Да. Официальный, руководитель. Именно официальный. А по факту, да, председатель Совета народных комиссаров Саид Галеев, да, фактической власти. Ну и вот еще 2 таких человека, которые хотелось бы о них сказать 2 слова буквально. Это Кашап Мухтаров, это следующий премьер-министр. В определенной степени Саид Галеев, можно сказать, что это первый блинком, да, для республики оказался. Это я сейчас жестко, наверное, выразился, но все равно в 2021 году Саид Галеева, можно сказать, что не перевели, а сняли, да, с должности за ряд промахов в управлении республикой. Дальше пришел Кашап Мухтаров, тоже молодой достаточно, в этом году ему тоже исполняется 120 лет. Мы тоже должны, я считаю, помнить об этом человеке. Вот на здании, где он работал, до этого он работал был народным комиссаром здравоохранения, на здании, где он работал, висела мемориальная доска. Мемориальная доска, что здесь работал Кашап Мухтаров. Это здание находится рядом с физфаком. Почему-то вот при реконструкции этого здания, буквально 2 года тому назад, эту мемориальную доску сняли, и сегодня связано с именем Кашапа Мухтарова мемориальных досок, не припомню, в городе, по-моему, их нет. Ну и вот рядом с ним это человек, который руководил советами, да, Центральным исполнительным комитетом советов, это Сабиров, Рауф Сабиров. Вот, то есть это официальный глава, так скажем, государства, а это премьер-министр. Их назвали потом правыми большевиками, дальше тоже их осудили, обзывали султангалеевцами, да. В общем, их история печальная. Оба были расстреляны. Кстати, Сабиров вообще после ареста, его отправили, он начал работать в Москве простым рабочим на заводе ЗИЛ. Представляете себе, человек
был руководителем республики, а потом работал простым рабочим. И там поднялся, кстати, и хотел поступить. То есть он там на доске почета висел, да, этот человек. Ну вот, когда начались уже процессы над руководителями, бывшими руководителями республики, его тоже привлекли к этому процессу. В 1937 году тоже был расстрелян. Вот такая история. Этих людей, я считаю, тоже должны помнить. Сабиров, Мухтаров и Галимджан Шараф, я присоединяюсь к Ильдару. Вот шундай мәгълүмат бермәкче идем. Рахмәт.